Семья Муслимовых – одна из тех, кто первыми вернулась на родину. В городе Саки Эмирасан Бей проживает 43 года. Любовь к искусству у него с детства. Первую подделку из дерева сделал в 10 лет. С тех пор дерево стало его любимым материалом для работы, что и повлияло на будущий выбор его профессии. Ему интересны разнообразные художественные и технические приемы, работа со всевозможным материалом. Даже в доме мастера все сделано собственноручно. Эмирасан Ага более 20 лет увлекается одним из древнейших методов резьбы – интарсией, то есть мозаика. Это фигурное изображение, узоры из пластинок дерева, разных по текстуре, цвету, врезанных в деревянную поверхность. Проще говоря, пазлы на фанере. Сначала нужно этот рисуночек нанести, скажем, на дерево. Все это вырезается вот отдельными кусочками. Ну, диаметр от 2 мм до 3 мм. Больше всего в этой технике нравится, что здесь нету красок. Краски – это сорт древесины. Это липа, сосна, береза, бук. На одну такую работу уходит более месяца. Например, картина «Девушка-воин» создана мастером из 164 элементов различных сортов дерева. Помимо этого, Эмирасан Бей увлекается рутарием. Другими словами, это использование пеньков, коряк и стволов деревьев при создании ландшафтных композиций. Герой сюжета говорит, что создать такую композицию достаточно просто, так как практически каждый день мы сталкиваемся с подходящими для композициями материалами. Остается только подключить фантазию. Обыкновенный корень дерева, который валялся. Вот, в нем почему-то оказалась вот такая мудрая ворона. Рядышком еще одна птичка прилунилась. Иногда бывает, я приезжаю с работы на машине, и возле моего гаража лежат какие-то корни, какие-то веточки, какие-то интересные. Это мои друзья, зная мое увлечение, не застав меня дома, просто положили, знают, что Эмирасан обязательно с него что-то сделает. Жемчужина и гордость коллекции мастера – это изделие из скорлупы страусиных яиц. Техника резьбы принципиально отличается от других, ведь этот материал приравнивается к китайскому фарфору. Чтобы с ним работать, необходимо освоить бормашину, приобрести специальные резцы и фрезы по особо твердым материалам. Удовольствие не из дешевых, признается мастер. Эмирасан Бей рассказал о своем первом изделии из скорлупы, инкрустированном речным жемчугом и бисером. Страх был, конечно, очень большой, чтобы оно не рассыпалось в руках. Вот, потому что, когда режешь, нужно затаить дыхание, чтобы рука не дрогнула. Обороты бешеные, конечно, там 4, 5, 6, 7 тысяч оборотов в минуту, резец работает. Рукам умелого мастера подается различный материал. Любая вещь обретает новую жизнь в его ладонях. Будь это изящный лебедь из тыквы, или сорока из коряги, или африканская ритуальная маска из березы, выполненная в лучших традициях далеких племен. Талант Эмирасан Ага безграничен. Он также увлекается художественной фотографией. Это и животные, и природа, и милые фотографии детей с родителями. Супруга ремесленника Ильмаз Муслимова полностью поддерживает мужа, занимается всеми организационными моментами. Считает, что у него золотые руки. Любитель, конечно, занимается еще и садоводчеством, и огородничеством. Посадкой деревьев. Это у него любимое тоже, будем говорить, занятие. Но человек всесторонне развитый. Я рада, что мне достался такой мужчина в моей жизни. Конечно, огромное спасибо ему. Мастер не хочет расставаться со своими творениями из скорлупы страусиных яиц. Желает оставить коллекцию потомкам. Эмирасан Ага готов поделиться своим талантом со всеми желающими. Но таковых мало из-за того, что процесс непростой, трудоемкий и финансово затратный. Работы самородка хранятся в различных музеях Крыма и России. Эмирасан Муслимов обладает грамотами и сертификатами многих конкурсов и ярмарок. Айша Шулакова, Руслан Хохлов, телеканал Миллет.